Рим Мазгарович, Зелара Абубакировна, Ильдар Римович, Гульназ Римовна, родные и близкие Динара Римовича, уважаемые участники специальной военной операции, уважаемые участники траурной церемонии. Сегодня мы с отданием воинских почестей провожаем последний путь ветерана боевых действий, военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации, участника специальной военной операции, старшего сержанта Мухаммедова Динара Римовича, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Динар Римович родился 18 ноября 1980 года в селе Красноусольске Гафурийского района Республики Башкортостан. В 1995 году окончил 9 классов общеобразовательной школы номер 2 села Красноусольске. После окончания школы поступил в профессиональное училище номер 130 села Красноусольске. Всю свою дальнейшую сознательную жизнь Динар Римович посвятил служению Отечеству и своему народу. 13 декабря 1999 года призывной комиссией Гафурийского района Республики Башкортостан был призван на военную службу. Проходил военную службу по призыву с 13 декабря 1999 года по 15 декабря 2001 года в войсковой части 25924 в должности водителя и командира отделения войсковой разведки. Военную службу по призыву закончил в воинском звании старшего сержанта. После службы в вооруженных силах Российской Федерации с 2002 года связал свою жизнь с правоохранительной деятельностью. Проходил службу в отделе внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Гафурийскому району. Начинал службу в органах МВД в должности участкового уполномоченного. Далее продолжил службу в уголовном розыске. Закончил службу в органах внутренних дел в должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска в звании майора полиции в 2021 году. В 2016 году окончил Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Дважды находился в командировках по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. За период службы в МВД, за образцовое выполнение служебных обязанностей награжден ведомственными наградами Министерства внутренних дел России и общественными наградами, в том числе медалью за отличие в службе 1, 2, 3 степени, медалью 90 лет, 100 лет уголовному розыску, медалью 90 лет, 95 лет МВД, медалью за службу на Северном Кавказе, медалью за ратную доблесть. В сентябре 2022 года
призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, объявленной указом президента России от 21 сентября 2022 года. Проходил военную службу войсковой части 89547 в должности заместителя командира мотострелкового взвода. В течение более чем 2 лет принимал участие в специальной военной операции. За мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе Государственной наградой России, медалью за храбрость 2-й степени, ведомственной наградой Министерства обороны России, медалью участнику специальной военной операции, Государственной наградой Республики Башкортостан, медалью Шаймуратова. Погиб 2 января 2025 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Динар Римович прожил короткую, яркую и достойную для подражания жизнь. Честно, беззаветно и до конца исполнил свой воинский долг. Отдал свою жизнь, защищая Родину и свой народ. Это большая утрата для его семьи, близких, родных, друзей и всех нас. Траурный митинг в памяти старшего сержанта Мухарметова Динара Римовича объявляется открытым. Премьер-министра правительства Республики Башкортостан Сагитову Ирику Каримовичу. Хурматли Венер Валерьевич, Дилара Абубагировна, Римма Абдалович, Ильдар Гульнас. Уважаемый Венер Валерьевич, уважаемая Дилара Абубагировна, Римма Абдалович, родные и близкие Динара Римовича, уважаемые участники траурной церемонии. От имени главы Республики Башкортостан Ради Борисовича Хабирова, я себя лично выражаю вам самые искренние слова соболезнования. Слова соболезнования сегодня передают региональные общественные организации ветеранов, особенно ветераны органов внутренних дел Республики Башкортостан. Сегодня на Гафурийской земле большое горе. Мы провожаем последний путь одного из наших достойных сыновей Республики Башкортостан, нашего земляка, воина, настоящего защитника нашего Отечества, майора полиции Запасин, участник боевых действий на территории Северо-Кавказского региона,
заместителя командира мотострелкового взвода, старшего сержанта Мухарметова Динара Римовича, героически погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Мы здесь собрались не просто проводить его последний путь, а для того, чтобы еще раз поклониться ему, отдать дань уважения и поблагодарить его за то, что он защищал нас с вами, нашу страну, и отдал за это самое ценное свою жизнь. Динар Римович всю жизнь после завершения Клинического юридического института МВД России посвятил себе службе полиции, обеспечению безопасности, по борьбе с преступностью на территории республики, на территории родного края, района. Принял участие при проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Он в трудную минуту для нашей страны не смог стоять на стороне и в рамках всероссийской мобилизации был призван в ряды вооруженных сил России для участия в специальной военной операции на Украине. Он с честью выполнил свой воинский долг. За образцовое выполнение боевых задач он был награжден государственной наградой России и Республики Башкортостан. Сегодня весь Гафурийский район, вся республика скорбит вместе с вами. Не описать боль никакими словами, не снять эту боль, конечно, у родителей, у родных, братьев, сестер. Ну, это, конечно, против закона природы, когда родителям приходится хоронить своих детей. К сожалению, такое случается. Хотя впереди, конечно, очень много было планов для родных, близких, для района. Поэтому еще раз от имени всей республики примите самые искренние слова скорби и одновременно слова глубочайшего уважения Риму Азгаровичу и Зуару Буковину за то, что вы воспитали достойного сына, патриота нашей страны, мужественного, военнослужащего, горячо любящего свою родину, свою землю, своих родных, близких. И за эту землю он отдал самое ценное свою жизнь. Уважаемые товарищи, мы с вами живем в непростое время, и нам, как никогда, всем надо быть едиными, сильными, настоящими патриотами своей страны, таким, как был наш земляк Динар Римович. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах. У человека есть самое ценное — это память. Чтобы мы помнили, чтили и гордились. Гафурийская земля, она богата батырами, воинами, героями. Вечная память, вечная слава нашим героям, всем нашим ребятам, отдавшим свою жизнь за наше будущее, ради нашей страны. А администрацию района, Владимир Владимирович, попрошу внести предложение по увековечению памяти нашего земляка, героя Динара Римовича Мухарметова. Ну и вместе с сотрудниками органов внутренних дел, в том числе, по увековечению памяти. Динар Римович, спи спокойно, пусть земля будет Богом. И отдану Руханом, Тажмахтабусом. И указом главы Республики Башкортостан Динар Римович посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова, и прошу вас принять ее на вечное хранение.
Спасибо, Игорь Валерьевич. Слово предоставляется главе администрации муниципального района Гафурийского района Республики Башкортостан Вахитову Венеру Панировичу. Варвара Батыровна, Римма Зварович, Динар Римович, Нахмадара Тугандара, Траурда Митинтова Марсела. Уважаемый Виктор Валерьевич, Зелара Бубакировна, Римма Зварович, Викарий Гульнас, участники травмной церемонии. Я с гордостью Динара Римовича могу сказать, что он истинный патриот, настоящий защитник Отечества. Он всю свою сознательную жизнь после окончания школы, училища пошел служить Родине. Он для себя выбрал путь защиты государства, защиты его интересов. Он долгое время служил в органах внутренних дел. О его заслугах свидетельствуют его государственные награды. Он принимал участие в защите интересов страны на Северном Кавказе, когда для страны тоже было непростое время и угроза с той стороны. С началом специальной военной операции он с оружием стал в защиту своего народа, защищая интересы своего отечества от фашизма. И погиб он героически. О его подвигах, я уверен, что будут еще написаны в книгах. Он является примером мужества и доблести. Он является ярким примером для подрастающего поколения. Оно так есть, оно так и будет. Такие ребята, которые погибают, защищая свой народ, они приобретают бессмертие, и они будут жить вечно. Они будут жить вечно в памяти родных, близких. Они будут жить вечно в памяти народа. Они будут вписаны в историю Отечества. На их примере школа будет преподавать, говорить нашим молодым парням, ребятам. И мы будем гордиться и гордимся нашими ребятами, нашими героями. Мы гордимся Динаром Римовичем. Низкий поклон родителям. Римма Зварович, Динара Бубакировна. Вы вырастили настоящего героя, настоящего воина. Конечно же, примите мои самые искренние соболезнования. Мы разделяем вашу боль. Мы понимаем, что никакие слова не утешат эту боль утраты. Терпение не сила. Мы всегда будем рядом с вами. Мы обязательно увековечим память нашего героя Динара Римовича. Спи спокойно, Динар. Спасибо тебе, солдат. Вечная память, вечная слава нашим героям. Я ныне на тебе, мне нужно право. Региональной, общероссийской, общественной организации ветеранов органов внутренних дел Республики Башкортостан, начальник штаба формирования добровольческих батальонов Республики, полковнику внутренней службы в отставке Гордееву Борису Ефимовичу. Дорогие гафурийцы, односельчане, Римма Зварович, родители, это
Дилара Бакировна, братишка, Ильдар Римович, сестренка Гульнас Юмова. Все сегодня, кто присутствующие, директора школ, учебных заведений, его одноклассники и ветеранских сообществ, участники специальных военных операций. Мы глубоко скорбим. Это соболезнование передаю от имени председателя президиума полковника Юсупова Шармовича, от председателя общественного совета при МВД Республики генерала Гиваева Павла Узбековича, от Уфимского юридического института и всех героев России и орденоносцев нашего добровольческого батальона полка Башкортостан. Вы знаете, вот сегодня замечательные слова сказали, будем говорить, и наш боевой Михаил Валерьевич, глава администрации. Да, надо увековечить. Вот этим мы будем заниматься. Это будет как наказ. Ведь сегодня что получилось? Я даже не подозревал, Михаил Валерьевич, что когда-то, как и автор-составитель, приеду сюда прощаться со своим курсантом. Смотрите, это Всевышний. Вот. Это тяжело мне, как бывший курсант учебного центра Республики. Сегодня его поступки были все пройденного этапа, все только на отлично. Служил срочную, 20 лет отдал. Вот сегодня я общался с многими ветеранами и директорами школ. Все делал он, только все великолепно. Не уходил с работы, как настоящий сыщик, он легенда сыщика. Об этом еще будут воспоминания писать. Спасибо вам, уважаемые дорогие родители. Спасибо школе, где он во второй, мы сказали, в школе учился. Конечно, там мемориальная доска, все это должно быть. Вот сегодня Жан Шармовичем и общественным советом при генералу Гиваеву мы ведем работу, как оставить в памяти вечную о наших сотрудниках. Да, я проект написал о героях Отечества, военных лет, солдатах Победы. А так сегодня этот проект настолько получился, да, что сейчас я просто добавил участников СВО. Вот этим мы живем сегодня. Потому что надо это рассказывать, чтобы на этом примере воспитывать наших будущих защитников Отечества. А такой пример вот сегодня вывел Динара Римовича. Он действительно для себя не жил. Мне сказали, он вообще с радио не уходил. Когда работал, когда раскрывал, когда вместе в команде, руководством он шел. Таких людей у нас много, но он особая редкость. Поэтому я благодарю всех сегодня, кто пришел попрощаться с ним. Их великое множество. Ну, я уж не говорю, что здесь, наверное, 500 человек, да, близко. Спасибо за каждый добрый взгляд об этом человеке, который еще долго останется в нашей памяти. Пришли боевые его товарищи, сейчас мы слово сказали, которые воевали. Ведь это был добровольцы, не добровольцы, это были приказы главнокомандующего, выполнившие этот приказ только на отлично. Вот такого сегодня мы земной путь, завершившего человека, бойца, майора полиции в отставке, провожаем последний путь. Спасибо, Владимир, что не подвел никогда. Ну, конечно, курсанта, да, я помню, но как он шел 20 лет, пришел участковым, закончил оперативный сыск, его же двигали руководители, видели у него этот талант, он был талантлив, и я бы сказал, страшно талантлив. Спасибо за эту память, здесь покойно, честь имею, покойно мирно. Мальчишки всегда играли в войну. Мальчишки играют в войну, мальчишки будут всегда играть в войну. Потому что игры закаляют детей. Потому что они учатся смелости. В далеком далеком 87 году самых взрослых учительницы, начинающих кишевым учителям.
Такой он был нежный, маленький, круглолицый, воспитанный. Родители такие замечательные, столько в него вложили добра, старательности. Все это я и другие учителя, естественно, впоследствии пытались с ним это состичь. И вы видите, он вырос в настоящем герое. Он пожалел своей молодой жизни ради спасения нас, нашей страны, от нацистов. Глубокий скорбью стал весить о том, что наш герой погиб. Я знала с первых дней, когда он ушел, потому что, естественно, общение с родителями находилось в этой ремонте. И да, у нас очень сильно сочувствует соболезнование. Это страшное горе потерять ребенка, потерять такого смелого, сильного человека, у которого было очень много планов. По школе я помню, что всегда следила за ним, за его учебой, впоследствии, как он начинал работать. И говорю, что почти последних лет он был всегда старательным, добродушным. Тут было очень много слов о нем сказано, очень много и говорили. Вчера, когда мы ходили, разговаривали с педагогами нашей школы, о нем говорят только добрые и хорошие слова. Вот такой замечательный человек ушел от нас. Это сильно по нашему сердцу, скажем так, такая была. В будущем я также продолжаю работать, дальше я работаю с малышами, у меня замечательный первый класс. Как началась война, немножко расскажу СВО. Я со своими учениками организовала группу Бахуяки, кто-то, наверное, бывает на концертах, потому что эта тема очень беспрограммная. Пытаюсь воспитывать детей в духе патриотизма, это необходимо. Дина начала учиться в советской школе. Вы как-то помните, советская школа, она действительно учила быть патриотами, мы учили революционные песни и стихи, военные песни и стихи, смотрели военные фильмы, мы их воспитывались. И нынче, сейчас такое время, мы 3 года, 4-й год, живем в такой непростой атмосфере. И я также продолжаю со своими учениками выступать на Доме незаконного музыкальной композиции. Я также на уроках своим ученикам буду рассказывать о мужестве нашего ученика, о мужестве своего ученика. Потому что в том, что в нем развитые качества, наверное, есть моя даже скромная небольшая учительская доля. Родителям, учителям, в первую очередь, всегда скорбно терять своих детей и учеников. Спи спокойно. Мой маленький, хороший, добрый мальчишка, Дима. Спи спокойно, наш солдат, защитник, герой. Наставники поручили мне выступить и сказать слова о Динаре Ильиче. Динар Ильич, мы сегодня собрались проводить его в следующий путь в рай. Солдат России может попасть только в рай. Динар Ильич – это человек с большой буквы, действительно с большой буквы, Динар Ильич. Очень хороший человек. Во время несения службы, обеспечения охраны общественного порядка, общественной безопасности, при раскрытии преступлений были ситуации, когда не приходилось, у нас постоянно работали с лицами, которые совершали преступления, антиобщественные деяния, но он к ним тоже относился только с доброжелательной стороны. Их просьбы максимально свои возможности исполнял. То есть, даже хотел сказать, что с кем он боролся, он не имеет максимального уважения. Ни одного, я считаю, нету человека, который бы сказал о Динаре Ильиче плохое. Сам лично я с ним прослужил 5 лет, в одном кабинете мы служили. О нем я очень хорошо знаю, о семье хорошей его, полностью родственников, друзья. Слова благодарности, то, что сегодня все собрались проводить Динара Ильича в следующий путь. Его жизнь заключилась, как до этого было сказано, действительно, он служил Родине, служил
в России, служил в Республике Башкортостан, но непосредственно служил в Гафурийском районе, для жителей Гафурийского района. За 20 лет службы он столько принял людей, граждан, которые к нему обратились, даже с обычной просьбой, с юридической оценкой там. Он никому не отказал, он всем старался помогать. Он всегда говорил, мне надо помочь, мне надо сделать, все. Поэтому вот у него жизнь таки прошла, что служил именно России по уходу официально на пенсию ветераном. Он решил продолжить службу и ушел на СВО, стал обратно вернулся в вооруженной силой. 24 декабря 2024 году в 12:33 Геннадий Ильич мне позвонил, поздравил с Днем Республики, мы с ним пообщались, и с 25 числа у него уже WhatsApp был недоступен, и потом уже вот это известно поступило. Уважаемые родители, слова благодарности вам. Геннадий Ильич действительно был хороший человек, останется в памяти нашей как хороший человек, как воин, как боец. Он никогда никого не боялся, в любой дом заходил самый первый. Примите искренние соболезнования от всех структур, которые вы последние, как узнали, звонили мне, просили передать от любого руководителя. Да, у него было очень много друзей, есть друзья, они останутся навсегда в Республике Башкортостан, но и по всей России. Я практически с кем знаком, с кем нет, все передавали слова искренней соболезнования родителям. Сказали передать, я вам передаю. Геннадий Ильич, Зур Ахмед, вечная память, как о герое, как о хорошем сыне, патриоте своей службы, вечная память, Зур Ахмед. Хочется сказать пару слов. В первую очередь я хочу сказать большое спасибо, что вы все пришли. Спасибо, что вы нас поддерживали и до, и в данный момент. Спасибо, что поддерживаете моих родителей. Я благодарю его друзей, родственников, бывших коллег, ветеранов, СВОшников. Всем большое-большое спасибо. Действительно, Динара, вы был очень честным человеком, справедливым. Для нашей семьи он был большой опорой, стеной. Он нас учил уважать маму с папой в первую очередь, никогда не обижать, обидного слова не говорить. Был как второй папа. И действительно был он патриотом и профессионалом своего дела. С ним было очень классно разговаривать долго обо всем, любые какие-то моменты в жизни, и тоже супругу даже мы всегда с ним советовались. Мы будем всегда помнить о тебе, Динара. Я братишка его, с малых лет он меня учил быть честным, справедливым, всегда помогал. Он был для меня всегда авторитетом. Он всегда честно работал, старался, честно отслужил, с честью отдал свою жизнь родине. Я горжусь, что у меня был такой брат. Он для меня был, есть, будет авторитетом. Спасибо всем, кто поддерживает. Нарабы, ты всегда в нашей памяти. Сегодня мы все собрались здесь, чтобы проводить последний путь Динара Бый. Динара Бый был символом упорства, мудрости, честности и мужества. В нем всегда
Он также был очень трудолюбивым и целеустремленным. Многие из нас обращались к нему за советом и поддержкой. И для каждого из нас он всегда находил добрые слова. В жизни каждого из нас он оставил огромный след. Многим давал советы, другим делом, а другие просто знали, что рядом настоящий друг. Динар Абы погиб как шахид. Он ушел, но останется в наших воспоминаниях и сердцах. Спасибо, уважаемые родные и близкие. Уважаемые товарищи, есть желающие сказать слово? Динаром, он для нашей семьи был другом и даже больше, чем другом. Каждый сложный период в нашей жизни, очень порой сложный, он был всегда рядом. Но при этом вот его помощь, она была настолько большой, и он никогда это не возвеличивал в рамках какого-то деяния, чего-то большого. Это для него было как должное. Помочь своим друзьям, близким. Лично мне он очень много помог в профессиональном пути, и для меня на самом деле он является примером чести, достоинства, доброго имени, офицером с большой буквы. Очень многие люди в настоящее время среди нас даже тут служат государству. И Давид Динар был тем человеком, который для меня лично является примером. Я считаю, что таких людей очень мало, которые идут служить государству, выполняют свои задачи в полном объеме, не жалея себя. Большое спасибо родителям, семье. Личная память Давида Динара. Была у него возможность еще в Казани вернуться домой по болезни, но он отказался. И буквально незадолго до гибели, в декабре, была возможность приехать, иметь честь работать медбратом. Но он твердо сказал: а как же пацаны, я их не брошу. Я думаю, этим все сказано. Я его знал только как сотрудника МВД, но познакомились мы конкретно уже, когда началось СВО. Буду гордиться тем, что знал его, честный парень. До последнего оставался с ребятами и всегда переживал, как я езжу с этими гуманитарными. Один из всех. Его больше это беспокоило, конечно. До такой степени познакомиться, чуть ли не родной брат был. Деревень хороших парней, конечно, к сожалению. Вечная память, вечная слава, родители вместе потом. Мы скорбим вместе с вами. Честь и слава. Спасибо. Уважаемые родные и близкие Динара Римовича, от имени всех присутствующих на этом траурном митинге примите еще раз искренние соболезнования. Мы скорбим вместе с вами и не разделяем ваши горе. Динар останется в нашей памяти и в наших сердцах как настоящий герой и как истинный патриот своей Родины. Траурная церемония прощания со старшим сержантом Мухаммедовым Динаром Римовичем объявляется закрытым.
церемонии передачи государственного флага Российской Федерации приступить. Уважаемая Злата Абубакировна, передаю флаг Российской Федерации на вечное хранение. Караул. Смертно церемонии выноса тела приступить.
Алина.